Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета был основан в 2001 году. Основная его миссия – изучение и сохранение биоразнообразия, флоры, оптимизация окружающей среды. Ботсад ФФУ является членом Совета ботанических садов Сибири. Сегодня научная деятельность ботанического сада осуществляется по 6 направлениям. Чем живет ботанический сад сегодня? Какие интересные события, кроме научной работы, происходят? Гостья студии Наталья Иванова, директор ботанического сада Северо-Восточного федерального университета, кандидат биологических наук. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о ботаническом саде Северо-Восточного федерального университета. Да, мы как подразделение университета, мы, конечно же, занимаемся не только научной работой, но и образовательной. Мы работаем со студентами, мы занимаемся, кроме этого, просветительской работой, очень широко работаем с населением, с разными слоями его населения. Мы стараемся привить людям любовь к родной природе, познакомить их, во-первых, со своей родной природой, потому что городской житель мало что знает вообще о том, что у нас вообще творится вокруг, да, о том, насколько уникальна наша природа, насколько она хрупка и нуждается в нашем внимании и заботе. Вот какие яркие события, произошли в ботаническом саде в этом году? Ну, да, очень много событий у нас вообще происходит, такие основные, может, стоит заметить. В этом году 1 января мы запустили проект в нашем телеграм-канале, который называется «Календариум». То есть каждый день в 8 утра выходит пост с рассказом, небольшим, коротким рассказом о растениях флоры Якутии именно. Каждый день новое растение, то есть каждый день какой-то символ имеет. Кроме того, у нас в этом году уже 3-й раз прошел фестиваль знаний «Зимний сад». То, что называется, в этом году мы его проходили на базе библиотеки имени Пушкина, Национальной библиотеки. Там тоже очень много мероприятий такого познавательного характера, развлекательного, которые призваны именно послужить для знакомства человека с флорой, с растительностью, с климатом родного края. Летняя серия мероприятий – это фестивали любования цветения, например, называется «Саханами». Это у нас знаменуется, это 3 субботы, это 3 дня, когда цветут растения, наиболее красивые растения, которые выбраны нами. Мы приглашаем себе гостей в сад, и мы любуемся на цветение черемухи, на цветение яблони, на цветение сирени. Кроме того, здесь еще представлена разная развлекательная, познавательная программа, творческие мастер-классы. Сейчас у нас готовится уже осенняя серия таких мероприятий. Мы ждем действительно, вы назвали очень много мероприятий. А как якутяне могут на них попасть? То есть для этого нужно как-то заранее записаться или по рабочему времени, по расписанию? Нет, вообще мы всегда открыты для людей. То есть 7 дней в неделю мы ждем к себе гостей на прогулки в сад. Прогулки в сад у нас свободны, но входной билет оплачивается, естественно, чисто символическая сумма. И вы можете провести какое-то время у нас в саду, просто на природе погулять, посидеть, попить чай, пикничок небольшой устроить. У нас сад достаточно говорящий сад, достаточно много табличек, то есть вы самостоятельно можете получить уже очень много информации. Кроме того, мы можем организовать экскурсии для людей, которые, для групп небольших людей. То есть приходите, просто праздники объявляются, какая-то дата назначается, и мы ждем просто к себе в гости. Мы находимся не так далеко от города, и даже на автобусе, это, конечно, несколько сложнее, чем на машине, на своем транспорте, можно доехать и попасть в сад. А вот какие научные исследования проводятся в ботаническом саду? В первую очередь, конечно же, мы должны изучать флору своего региона. Это основной упор, это наша основная деятельность. То есть мы изучаем растения нашего края. Мы их привлекаем к себе в культуру, мы их выращиваем, смотрим, как они себя ведут. Мы изучаем, мы выезжаем в природу, мы смотрим и наблюдаем за ними там. И какие-то делаем анализ, выводы. Конечно же, большую роль играет изучение редких исчезающих видов растений. Во-первых, кто, если не мы, должен изучать нашу флору. Кроме того, мы изучаем флору рядом близлежащих каких-то районов, которые могли бы, например, расти у нас. То есть мы уже можем расширить себе список декоративных растений, которые можно выращивать у нас, плодовых растений. Например, в дикой природе здесь у нас облепиха нигде не растет, но тем не менее она у нас в Якутии может спокойно выращиваться. И таких видов достаточно много. То есть на базе ботанического сада вы можете проверить, как приживаются растения, например? Это, конечно, многолетние исследования, но они достаточно результативны бывают. А вот какие проекты, может быть, проводятся совместно с другими научными учреждениями? Вообще, наверное, не все знают. Есть такое, между ботаническими садами есть такое
общение, официальное общение, может быть. Мы между собой обмениваемся посадочным материалом. То есть где-то кто-то что-то выращивает и делает вот список. У меня выросло вот это, мы вам можем предложить. И все эти обмены делаются бесплатно на основании вот договоренностей между ботаническими садами. Кроме того, мы являемся членом новой ассоциации ботанических садов Евразии. Это как бы такое общество экопросветителей именно вот, потому что мы знаем свою природу и мы можем людям рассказать. И вот объединение таких людей, оно вот мы являемся их членами. Ну и, конечно же, это научные центры города Якутской Республики и администрация нашего города. У нас как бы контакты такие поддерживаются достаточно тесно. А вообще бывают, может быть, какие-то слеты ботанических садов, да, может быть, в Москве встречаетесь или в других городах России, может быть, мира? Конференции, может быть, какие-то у вас проводят? Да, вот как раз у нас в прошлом году, летом, мы провели первую конференцию по этноботанике, то есть использование растений коренными народами этого, например, региона. Мы провели первую конференцию вот как раз как члены этой ассоциации. В этом там она была международная, да, у нас были из Казахстана, и из европейских каких-то стран были у нас участники. И в этом году эта же конференция, она становится регулярной, и в этом году эта же конференция пройдет в Благовещенске. И вот так она будет, такое вот объединение будет, как говорится, переходить из одного сада в другой, и мы будем общаться, перенимать опыт и внедрять его у себя. Это, да, это очень такой А вот наши интересный ученые, момент. да, может быть, с какими интересными докладами выступили на этой конференции? Или, может быть, готовят на будущее, так сказать, какие-то интересные проекты? Да, у нас все вот эти мероприятия как раз и они служат для того, чтобы зародились какие-то новые идеи, новые проекты. Да. Очень большой вклад вносят вот Институт гуманитарных исследований. Они же вот непосредственно занимаются вот изучением, но у них несколько, может, другое направление, но совместно мы вот как раз и изучаем, как использовали растения наши предки. И как раз вот здесь вот выливаются два проекта у нас родилось. Это «Живые корни», о том, как коренное население Якутии, сейчас это якуты у нас рассмотрены, использовали растения в быту, как они связаны были с сельским хозяйством, как и с животноводством. В охоте тоже, в рыболовстве тоже никак нельзя обойтись без растений. То есть из чего изготавливали орудия лова, орудия вот для бычьей охоты. Это все тоже связано как-то так или иначе косвенно с растениями. И это все у нас тоже освещается. И еще один проект, это «Персона ботаника», очень глубокий проект, он исторически такой хороший разрез имеет, он посвящен о том, растения, есть название, и некоторые растения названы в честь людей каких-то великих, и вот какой они вклад внесли, вот это вот тоже очень интересно. Почему назвали их именно так вот? Какой вклад внес вот этот человек? Это все вот очень такая интересная история за каждым этим фактом. А вообще какие растения, да, произрастают вот в ваших питомниках? Конечно же, как я уже говорила, это в основном наши растения. Но, тем не менее, мы стараемся еще, чтобы наш сад выглядел всегда цветущим, красивым. Если растения флоры Якутии, они такие вот, мы знаем, наш климат, он такой суровый. Весной еще достаточно влаги, а летом мы уже испытываем такую засуху. И летом растений флоры Якутии достаточно сложно найти цветущим, поэтому мы привлекаем другие растения с каким-то другим типом и внедряем их в наши коллекции, и благодаря чему вот цветет, что-то все время у нас непрерывно цветет. И очень такой аспекты смещаются. То есть это растения нашей флоры в основном, это растения, которые мы привлекаем, это плодово-ягодные растения, это декоративные растения, которые украшают, которые мы предлагаем людям, мы знакомим людей с этими растениями. А у нас есть, может быть, какая-то красная книга ботанического сада, или, может быть, в ботаническом саду вы выращиваете виды растений, которые практически вымерли уже и не сохранились у нас на территории Якутии? Нет, красная книга Якутии есть, да, но мы на нее, конечно же, опираемся. Она состоит из нескольких категорий, и, самая такая ответственная, это первая категория, конечно же. И из нее у нас тоже, вот, например, рядовские двойкоперистые, эндемик ленских столбов наших. Эндемик, то есть это растение, которое больше нигде не встречается. Вот. Эти растения
растения мы выращиваем у себя, изучаем, размножаем, наблюдаем. Кроме того, есть такой очень тоже хороший вид, эндемик Алданского Нагорья, это рябинокизильник поздняковый. Это вообще гибрид, который тоже нигде не встретить. Очень красивое декоративное растение, привлекающее внимание. Да, они все у нас выращиваются. Любой человек может прийти, познакомиться с ними, посмотреть. Это, А что касается вот лекарственных трав, выращиваете ли вы, может быть, какие-то лекарственные растения? Ну и правда ли, что якутские лекарственные растения, они действительно очень хорошо лечат? да, они накапливают, благодаря такому активному солнцу в летнее время, они очень много активных веществ себе накапливают. Это да. И у нас есть еще такой проект, как раз якутская аптека называется. Как раз растения, которые использовали население, наше население в своей традиционной медицине. Это, да, мы даем информацию по внешнему виду растения, как его использовали, ну и, собственно говоря, само растение мы можем представить, что у нас есть возможность такая, что даже визуально показать, как выглядит это растение. Что касается просветительской работы, да, вот помимо экскурсий, да, может быть, проводите какие-то лекции, посещаете ли школы, может быть, с какими-то вот, с какой-то информацией о ботаническом саду, может быть, приглашаете к себе, о растениях рассказываете, конечно же. Да, у нас есть разработанный цикл такой, по разным темам, рассчитанный на разные возрасты слушателей. Ну, то есть для начальных классов это совсем один уровень, для детей постарше это уже другой уровень. У нас есть такие занятия, мы можем выявлять, рассказывать, знакомить, когда к нам приезжают, когда мы куда-то выходим. То есть вы готовы к такой работе, Да, тоже да. выезжаете и общаетесь? Всегда с радостью. Вот сейчас, да, у нас наступает осень, да, что бы вы, да, посоветовали, может быть, садоводам-любителям посадить в этот период? Что еще можно успеть посадить, так сказать, до наступления холодов? На самом деле все можно успеть посадить. Сейчас как раз наступает такое время благодарное, когда спадает уже жара, когда чуть увеличивается количество осадков, и уже можно украшать свои участки приусадебные. Это могут быть и древесные растения, древесные кустарниковые, которые основной фон создают. Они достаточно, не сказать, что огромные, но можно выбрать себе. Это и сейчас самое время создавать какие-то цветники из многолетних декоративных растений, травянистых, которые могут украшать тоже участок. Просто сейчас как раз время подумать, придумать, что себе сделать, и воплощать уже. А можно обратиться к вам с советом, прийти к вам, может быть, приобрести саженцы какие-то и как раз-таки узнать, что можно посадить? Да, конечно же. У нас скоро начнется реализация саженцев, посадочного материала. Да, мы ждем к себе. Также всегда мы стараемся максимально подробно ответить на вопросы наших гостей. Ну и просто тоже есть печатная информация. Основные какие-то моменты у нас, они уже зафиксированы. То есть часто повторяющиеся вопросы, так скажем, они зафиксированы. Пожалуйста, ознакомьтесь, сфотографируйте, прочитайте, запомните и воплощайте в жизнь. По телефону консультируем. Бывает такое. Вот у нас стараемся работать с населением достаточно плотно. Наталья Сергеевна, наше время подходит к концу. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Очень хорошо, когда есть возможность даже зимой приехать, например, увидеть живой сад, насладиться живой природой. Большое спасибо, что вы предоставляете такую возможность жителям нашей республики. Спасибо, ждем гостя. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.